С доставкой на дом жителям деревень и сел республики приобрести и установить оборудование для приема цифрового сигнала помогают почтальоны. С 15 апреля в Чувашии отключат аналоговое вещание. Как к этому моменту готовятся в Маргаушах, расскажет моя коллега Валентина Алексеева. Кто стучится в дверь ко мне с толстой сумкой на ремне и с приставкой цифровой, и с антенной навесной? Так переделывает известные строки почтальон Валентина Николаева. Теперь она предлагает не только журналы и газеты, но и доступ к телевидению нового поколения. Вот сегодня попросили, Любовь Витальевна принесла. Сейчас вместе зайдем, подключим. Магазинов техники во многих деревнях и селах нет, поэтому переход на цифру там ложится на плечи местных почтальонов. В отделениях связи можно найти необходимое оборудование. Пожилым его доставят прямо на дом и помогут подключить. Я очень рада, что почтальоны к нам домой приносят письма, газеты. И эту приставку она принесла сегодня, установила. Спасибо ей. Напомню, в республике аналоговое телевидение отключат 15 апреля. Тем, кто пользуется кабельным, спутниковым или интерактивным ТВ, ничего делать не надо. За переход на цифру отвечает провайдер, с которым заключен договор. А вот людям, пользующимся антенной, придется установить еще и приставку, если телевизор не поддерживает формат DVB-T2. Наши почтальоны напоминают населению и предлагают установить своевременно оборудование для приема цифрового телевидения. Сами помогают пожилым людям подключить. Если самостоятельно они с этим не справляются, то привлекают волонтеров, которые работают в каждом сельском поселении. По данным Почты России, в Чувашии к переходу на цифровое вещание усерднее всего готовятся в Вурнарском и Ибресинском районах. Четверть продаж приставок приходится именно на эти муниципалитеты. Между тем, Министерство информационной политики напоминает, семьи с невысоким доходом, а также ветераны Великой Отечественной войны могут рассчитывать на компенсацию. Им возместят стоимость оборудования для приема цифрового сигнала. Возврат средств нужно оформить в отделе соцзащиты по месту жительства. Валентина Алексеева, Алиса Александрова, Екатерина Янгалакова. Вести Чувашия.